С 2013 года специалисты противопожарной службы принимали у жителей лишь ртуть содержащие отходы, люминесцентные лампы и градусники. Но отныне утилизировать можно еще и макулатуру и батарейки, причем в неограниченном количестве. Инициативу спасателей подхватили специализированные организации по сбору и утилизации отходов. Подключились общественные организации, экологи Коми, «Зеленая инициатива» и участники экологического проекта «Своя планета». Сейчас через соцсети они активно призывают жителей готовиться к 24 апреля, собрать опасные отходы и принести их в пункт приема ради сохранения природы. Для любого человека важно знать, почему нужно сдать разбившийся градусник в определенную службу, почему нельзя выбросить вместе со смешанным мусором и вообще куда в нашем городе, в республике можно сдать опасные отходы. Помощь предложили и ребята из волонтерской группы Чиппедейл 12-й школы столицы. В день акции они будут распространять среди жителей памятки о видах отходов и способах их утилизации. В управлении противопожарной службы с помощью такого расширенного движения к раздельному сбору мусора планируют привлечь еще больше граждан. Сейчас ртуть содержащие отходы уже принимают в подразделениях противопожарной службы, а с ноября прошлого года каждый понедельник еще и у здания ведомства в Сыктывкаре. Таким образом, избавиться от опасных отходов становится проще. Население все, как говорится, больше и больше относится к вопросам экологии, потому что много говорится про вред ртути. И население, в принципе, активно приносит. По понедельникам мы принимаем от населения с утра с 9 до 10 машина лаборатории стоит здесь возле Накатаева 47. Любой желающий может принести от населения, мы принимаем бесплатно. Ровно через неделю, 24 апреля, экомобиль и автомобиль химико-радиологической лаборатории побывают на 11 площадках Сыктывкара, от Эжвы до лесозавода. Однако каждая остановка будет ограничена по времени, по 45 минут. Поэтому специалисты советуют заранее заглянуть на сайт противопожарной службы, ознакомиться с графиком движения автомобилей и подойти на наиболее удобную площадку в указанное время. Место сбора будет обозначено большим баннером с названием экологической акции «Внимание, ртуть». Константин Куратов, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.